Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, на что он готов для вас и ради вас, на что решится в самое ближайшее время. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему, так и спросите, на что ты готов для меня и ради меня, на что решишься в ближайшие дни, в ближайшее время. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Я не могу игнорить вот эту персону. Здесь какая-то женщина, она что-то сеет, девочки. Я понимаю, что тема у нас немножко другая, но тем не менее. Знаете, не знаете, но я должна вам сказать, есть вот женщина, худая женщина, которая вот что-то затеяла, что-то уже даже пытается делать. Смотрите, ну, если говорить буквально, вот как я вижу по рисунку, то она ему на ноги, видите, что-то сыпет. Сыпет. Это может быть и магия, это могут быть и всякие там шантажи, какие-то эмоциональные ловушки, понимаете? Вот прям гадит она этому мужчине и делает все, чтобы этот мужчина не смог к вам протянуть свои руки. Вот так вот, девочки. Вы меня, конечно, простите, но говорю то, что должна сказать. Если я кого-то расстроила, ну простите, ну что, ну да, это жизнь, в жизни так бывает. Вы ж не зря попали на мою отсыпку, вы не зря попали. Вам здесь, как говорится, и знак, и совет, и предупреждение. Если вы об этой женщине знаете, то принимайте меры. Она активно действует против вас и против мужчины. Желание разбить, желание помешать и желание вас рассорить. Если вы о ней не знаете, готовьтесь к тому, что у вас явно есть соперница, которая будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы вы вместе не остались. Мне очень жаль, но это серьезная помеха, которую нельзя ни в коем случае игнорировать. Само собой не рассосется. Здесь нужно использовать либо контрмеры, либо действовать на опережение. Я вас предупредила. Что касается вашего мужчины. У мужчины, конечно же, здесь вот прям, смотрите, он фонтанирует в вашу сторону. Он о вас мечтает. Он строит действительно грандиозные планы. Он готов на большее, чем он себе может там в голове вообразить. На что он готов для вас и ради вас? Ну, тут корректнее было бы задать другой вопрос, на что он не готов. И я не вижу, на что бы он был не готов. В принципе, ну, этот фонтан, он все сказал. Вот все, что хочешь, все, что у меня есть, все отдам. Наизнанку вывернусь, но все отдам, все сделаю для тебя, чтобы ты улыбалась, чтобы ты была счастливая. Он об этом не думал, девочки. Он не думал, на что он готов ради вас. Это говорит его душа. Душа готова на все и сразу. Знаете, вот прям до последней капли, до остаточка. Вот прям все готов для вас сделать. Что бы вы ни попросили, все готов сделать. Другой вопрос, что вы ничего не просите. Вы ничего не просите, то ли вы очень гордая женщина, то ли вы очень скромная женщина. Вы не даете ему возможности себя как-то, ну вот по-геройски, ну либо по-мужски проявить
в вашу сторону. Если у вас есть какие-то проблемы, ну так вот, сама все решаю. Вы наоборот стараетесь как бы от него, наверное, не знаю, скрывать, наверное, умалчивать, утаивать свои проблемы. Вот. Вы такая руку выставляете, говорите так, спокойно, разберусь сама. Рукава засучила и пошла пахать. Да? Если это вы, и вы себя узнали, это очень деструктивное поведение. И так себя вести нельзя. Не забывайте, что вы женщина, что вы нежная, хрупкая, что рядом с вами должен быть мужчина. Такой мужчина в вашей жизни есть. Но то, что он себя не проявляет, извините, но это 100% ваша вина. Я никого не обвиняю, никого не осуждаю. Я лишь читаю знаки, которые вам посылают высшие силы. Вы зашли на эту отсыпку, вы должны об этом знать. Быть сильной женщиной, конечно же, круто. И я так понимаю, что большинство девочек такими стало не по своей воле, а, как говорится, жизнь нагнула и заставила. Но сейчас рядом с вами есть человек, который готов вас разгрузить, который готов ваши проблемы положить себе на лопатки и по жизни в припрыжку скакать, нести на себе. Он готов, он будет этому счастлив. Что бы там у вас ни было, долги, кредиты, дети, родственники, жилищные, неважно, какая у вас проблема, неважно, какая ситуация, девочки, он готов все взять на себя, он готов заплатить за этот банкет, и он заплатит. Заплатит. Только лишь позвольте, не попросите, что ой, мне нужна помощь, а просто позвольте ему быть рядом с вами и помогать. Да? Не отталкивайте и не говорите, это все мое, не подходи, я сама разберусь. Нет, так ни в коем случае делать нельзя. Нельзя, девочки, нельзя. И никогда нельзя. Ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях. Человек готов, пусть делает. Готов. Вы понимаете, что вы таким поведением его тоже где-то унижаете. То есть понятно, что я вижу, простите, я вижу, что вы... Но вы, да, действительно честная, порядочная женщина. Вы не хотите его грузить. Вы думаете, ой, сейчас он увидит мои проблемы, узнает о моих бедах, он испугается, убежит, забежит. Да? Это ваше видение. А вот видение его. Просто так на минуточку задумайтесь. Она мне не доверяет. Она считает, что я какой-то там не такой, да? Что я не мужик, что я не смогу. Она говорит, ты не лезь, да, ты лучше там где-нибудь у обочины посиди, подожди, а я пока поеду по рулю свои вопросы порешаю. Но понимаете, как ему это больно и грустно это все видеть и ощущать. Поверьте, ну это выглядит именно так в его глазах. Она не хочет, она мне не верит, она мне не доверяет, она считает, что я не мужик. Но о каких отношениях может идти речь? Просто себя спросите, да? Вот если бы кто-то с вами так, да, либо вы о ком-то так думали, у вас бы были с этим человеком отношения? Ну, отношения начинаются с доверия, отношения начинаются с вовлечения, да? Вовлечение в дела, проблемы, мысли. Поэтому, девочки, не надо так поступать. Это неправильно, абсолютно неправильно. Хотите с этим человеком быть вместе? Ну так расскажите ему, так попросите его о помощи, так доверьтесь ему, девчоночки. Все, что сможет, он сделает, поверьте. Ради такой женщины, как вы, с неба и звездочку можно достать, причем не одну. Дайте ему возможность доказать вам, что он мужик. Не то, что было у вас там раньше, без слез не взглянешь, а что он действительно мужик, не такой, как они. Не такой. Знаете, вот честно скажу, кому-то вот прям первый раз в жизни попался более-менее достойный человек, а вы его, ну, скипаете, игнорите и действительно в такую позицию стали, что ему кажется, что не верите, не доверяете, вы его не хотите. Задумайтесь, девочки. Плюс еще вот эта женщина, которая мне совершенно не нравится. Еще, как говорится, одна палка в колесо ваших отношений.
Здесь нужно вам немножечко пересмотреть свою тактику поведения и отношения к этому мужчине. Пересмотрите, поменяйте, пока не поздно. Он будет только рад возможности вам помочь. У него глаза счастливыми станут, когда он будет для вас полезным. И, кстати, вот эта помощь, которую он вам может оказать и будет оказывать, если вы попросите, она вас свяжет, ну, поверьте, покрепче, чем всякие там эти ЗАГСы, да, и штампы о заключении брака. Намного крепче. Так, ну что, готов он на все. Что он будет делать? На вас смотреть он будет. Он будет смотреть на вас, на ваше поведение, на вашу реакцию и на ваши отношения к нему. Будет смотреть. Будет смотреть и будет рефлексировать. Вы открылись, он откроется. Вы закрылись, он тоже, знаете, назад пару шагов сделает. Понимаете? Но не зря нам опять эту женщину показывают. Не зря. Видите, у нее еще там куриная лапка дальше идет. Она ж может воспользоваться, понимаете? Воспользоваться этой ситуацией. И все это обыграть для себя. И потом, как говорится, вот он локоток, да, но не дотянешься. Вы вообще на самом деле хорошая пара. Хорошая, но вы то ли друг друга не видите, то ли вы как-то вот прям такие скромные оба. Мужчинка тут пару раз к вам тянулся, но вы что-то так проигнорировали, ну, либо как, отвернулись даже от него. Обидели вы, девочки, его пару раз. Каким-то отношением, либо поведением. Он что-то прям хотел и мог. Хотел и мог. Но вы что-то не приняли либо помощь, либо какое-то его предложение. Причем это несколько раз было. Вот, он прям думает. Почему-то кажется ему, что не нужен вам. Что у вас либо кто-то другой есть, либо что вы, ну, правда какая-то вот громбаба, да? Не подходи, убью. Кстати, кто у меня сейчас замужем? Да? У меня тут есть девочка, кто замужем, и вот смотрит на возлюбленного, скажем так, а при этом муж дома есть. Но вы знаете, это серьезный триггер для мужчины, очень серьезный. Очень. Он готов вас украсть у мужа, готов украсть и вести, там, не знаю, за 3-9 земель. Но вы ж не просите, чтобы он украл. Не просите. А он начинает думать, что она со мной играла, а любит мужа, а со мной так вот он хихоньки да хахоньки время проводит. Хотите жизнь свою поменять? Ну так попросите, чтобы он вас украл. Он вас обязательно украдет. Вот, и в жизни все поменяется. А если так вот сидеть, знаете, на 2 стульях не получится. Не получится. Абсолютно не получится. Знаете, эти стулья, они потихонечку раздвигаются. Потихонечку, да, можно так и упасть. Еще больно удариться. Так что, девчоночки, делайте выбор, будьте посмелее и не бойтесь менять свою жизнь. Все в жизни не случайно. И встречи не случайны, и браки не случайны. Все в жизни не случайно, особенно ваши. Особенно ваши. Особенно если у вас есть родинка на лице. И сны вам интересные снятся. Время пришло. Время пришло жизнь поменять, девочки. Так что выбирайте и меняйте. Так. Кто смотрит на мужчину, с кем вы давно в браке? Тут тоже такие у меня девушки. Кто смотрит на мужа, причем, ну, такой интерес. Не то чтобы очень хотелось, но все-таки интересно. Если думаете, что изменяет, нет. Это он так, знаете, реагирует на вашу холодность. Но при этом, опять же, да, какая-то женщина там вот ходит у него сзади. На что он готов? Ну, не на то, что он вам постоянно показывает, либо говорит. На самом деле он за семью, за вас, но он жизнь готов отдать. Может быть, он об этом не говорит, может, говорит обратное, но по факту он готов. Готов, он даже не задумается, вот просто не задумается, он возьмет и сделает. Такой вот он человек. Как говорится в тихом омуте, рыбка водится.
То, что он ленивый, то, что он так себя позиционирует, ну так, девочки, это какая-то броня от вас. Вы сильные, а вы его периодически пинаете, стебете, и он так от вас защищается. Да, вот этой ленью, таким безразличием, ну или пофигизмом, как это еще можно назвать. На самом деле нет, он не такой. У него в душе очень много теплого и доброго. И почему-то стесняется это показывать. Стесняется показывать и об этом говорить. Чего ждать в ближайшие дни? Ну, особо ничего не ждите. Каким был, таким будет. Единственное, что я не знаю, что-то у вас происходит, какая-то проблема ваша, ваших близких, там, родственники, да, например, там, родители. Он об этом узнает и попытается либо посоветовать, либо помочь, либо как-то поучаствовать. Главное, не отталкивайте, дайте ему шанс, дайте ему какое-то задание, пусть он себя проявит. Девчоночки, вы знаете что, прекращайте его критиковать, я понимаю, есть за что, но прекращайте, вы лучше его стимулируйте. Вот правильно ему задавайте цели, но я вижу, что вы знаете, как его задеть, да, за живое место. Стимулируйте и направляйте его энергетику в правильное русло. Вы знаете, у вашего мужчины возможность скоро появится, возможность на какую-то хорошую работу, на хорошую должность, а может быть даже каким-то своим делом заняться. И только лишь при вашем участии, да, вот таком, знаете, корректном, осторожном подталкивании, назовем это так, да, мужчина может очень многого добиться, очень многого. Он не пропащий, нет, он просто так выглядит, да, он прикидывается. На самом деле там есть за что зацепиться. Так, для тех, кто встречается, просто встречается. Если вы встречаетесь, если вы друг другу интересны, ну, у мужчины еще не было возможности себя проявить, сразу хочу сказать, что он от вас пугается, потому что, ну, правда, вы очень такая сильная, независимая женщина. Ваши суждения, ваш открытый взгляд. Да даже ходите вы прям, знаете, широко расправив плечи и прям с гордо поднятым подбородком. Вы за собой этого не замечаете, но он это видит. Он это видит. У него какие-то комплексы на вашем фоне. Вот. Он думает, что вы от него откажетесь, что вы слишком крутая, что ли, для него. Конечно, ему тоже хочется как-то вот себя проявить, показать, но он не знает как. Не знает просто, каким образом, да, чтобы это не было и смешно, и вульгарно, и чтобы вы его не послали соразмерно, да, чтобы было вам. Девчоночки, ну вы тогда побольше с ним говорите, естественно. Пусть успокоится, пусть он доверится, ну а дальше посмотрите. Что будет делать? Ну, свидания будет звать, цветы будет дарить, не знаю, там в кафешке, в рестораны будет водить. Будет пытаться вас очаровать. Будет пытаться перед вами блеснуть, да, прям блеснуть, там, пыль в глаза пустить, там, бисером посыпать. Ну, будет стараться. Развлекать вас, девочки, будет развлекать. Так. И еще момент. Для тех, кто поругался, либо, может быть, даже в какой-то стадии, вот прям развод, либо развелись, может, на бывшего вы смотрите. На что готов? Но жизнь готова отдать, я не знаю, что он готов отдать, все, что у него есть, готов отдать, лишь бы с вами помириться, лишь бы с вами восстановиться. Но вы слишком гордые, и он кого-то очень сильно стесняется. Да? Может быть, что высмеивать будут, а может быть, вот она, новая дама у него тут заявилась, которая его прям за бубенцы крепко-крепко держит. Но если вы поманите, если вы позовете, девочки, он все перечеркнет. Все, что вот там себе нажил, да, с кем он там нажил, он все перечеркнет, к вам побежит. Но вы ж не зовете. Вот. Сам боится идти. Может даже, знаете как, искать повод, но нет повода, чтобы к вам подойти.
будет и дальше откуда-то издалека за вами наблюдать, изучать, собирать информацию о вас, думать о вас, мечтать о вас и надеяться, что вы его позовете. Да, грустненько, но так тоже в жизни бывает. Так, девочки, вам тут очень важное, кстати, предсказание идет. Даже, знаете, как предупреждение, либо оповещение. Ну, кто как примет, то тому так и будет. Девчоночки, какое-то предложение идет очень классное вам. Выглядит не очень. 2 человека будут предлагать. Либо вы с 2 будете людьми общаться по поводу этого предложения. Почему-то вас это не впечатлит. Вот там первые слова этого предложения вас не впечатлят. На самом деле это не предложение, это золото, золотая жила. Это случится, ну вот прям в течение суток. Какое-то предложение вам поступит. Вам обязательно нужно это предложение принять. Поверьте, если вы откажетесь, ну, вы очень многое потеряете. А вот если вы примете, очень многое получите. Самое главное, вы будете очень довольны. А кто-то прям счастливой станет. Принимайте это предложение. 2 человека вам предлагают. В течение суток это предложение к вам поступит. Не могу сказать, чего касается, вы все разные. Но то, что это предложение очень классное, его нельзя пропустить, это точно. Так, мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.